Спецдокладчик ООН по религиозной свободе встретился с директором Центра стратегических исследований Таджикистана. Таджикистан и Иран проведут совместные военные учения. Пашинян заявил о готовности отвести войска Армении к границам 1991 года. ФСБ Российской Федерации озвучила новые детали расследования убийства военкора Татарского. Вчера, 12 апреля, в Центре стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан директор Центра Хайреддин Усмонзода встретился со специальным докладчиком ООН по вопросам свободы религии и вероисповедания госпожой Назилой Гани. Госагентство Ховар со ссылкой на ЦСИ информирует, что стороны высказали свое мнение о перспективах совместного сотрудничества по вопросам свободы вероисповедания и религии в регионе и мире. На встрече было подчеркнуто, что Конституция Республики Таджикистан определяет основы конституционной структуры государства и выступает в качестве основного источника правовой системы Таджикистана. Его нормы являются основной правовой базой для всех сфер страны, в том числе и в сфере религии. Усмонзода также заявил, что свободное определение отношения человека к религии прямо вытекает из первой статьи Конституции Республики Таджикистан, которая провозгласила Таджикистан светским государством. Светская сущность государства – это означает обеспечение мирного существования религии и государства. Директор ЦСИ также сказал, что в Таджикистане признано равенство всех религий и конфессий, и нет никаких ограничений на мирную деятельность религии, богослужения, ритуалов и церемоний. Это утверждение Хайреддина Усмонзода является причиной того, что Таджикистан постоянно подвергается критике со стороны международных организаций и Департамента Америки и Европейского Союза за введение строгих религиозных ограничений. Религиозные свободы в Таджикистане сильно ограничены, а государство держит под строгим контролем религиозные церемонии и ее исполнение. Например, религиозное образование в стране почти полностью запрещено, подростки и женщины не имеют права ходить в мечеть. Власти также контролируют мужскую бороду и женскую одежду. Государственное информационное агентство Ховар опубликовало только утверждение Хайреддина Усмонзода, но не напечатало ни одного слова об отношении госпожи Назилы Гани, и неизвестно, о чем спецдокладчик ООН сказала о религиозной свободе в Таджикистане. Власти Таджикистана стараются не допускать таким встречам независимые СМИ, количество которых в Таджикистане невелико. Таджикистан и Иран намерены провести совместные военные учения, об этом сообщает государственное агентство Ирана Садо-Васимо. По данным издания, вопрос о проведении учения обсуждался в ходе визита таджикской делегации в Иран. В настоящее время в Тегеране находится военная делегация Таджикистана под руководством заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-майор Шарафа Игамзода. Издание со ссылкой на Игамзода сообщало, что Таджикистан надеется на расширение сотрудничества с Ираном в сфере обороны. Отношения между Душанбе и Тегераном в последние годы были натянутыми и особенно ухудшились в конце 2015 года. С 2020 года в таджикско-иранских отношениях наблюдается потепление. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов отвести войска по всей линии армяно-азербайджанской границы в случае, если Азербайджан пойдет на такой же шаг. С заявлением Пашинян выступил, комментируя боестолкновения в районе села Тех, где 2 дня назад погибли 7 военных, передает News Армения. По мнению Пашиняна, двухсторонний отвод войск от границы 1991 года логически следует из соглашений, подписанных Баку и Ереваном на конференции в Сочи при посредничестве России и Праги, при посредничестве Турции и ЕС в 2022 году. Он напомнил, что такую двухстороннюю меру в качестве гарантии безопасности предложил Евросоюз. Армения готова пойти на подобные шаги на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. Мы выражаем свою готовность с 2021 года. Азербайджан систематически демонстрирует на международных площадках несоблюдение достигнутых договоренностей, заявил премьер Армении. В четверг ФСБ Российской Федерации распространяло заявление, в котором назвала организаторами взрыва, в результате которого погиб Z-блогер Владлен Татарский, украинские спецслужбы и их агентуру, в том числе скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе «Стрит-фуд-бар» номер 1, где проходил его творческий вечер. На следующий день по подозрению в причастности к взрыву была задержана 26-летняя петербурженка Дарья Трепова. Басманный суд Москвы отправил ее в СИЗО до 2 июня. В четверг стало известно, что обвинения предъявлены знакомому Треповой, в квартире которого она находилась после взрыва. Ленинский суд Петербурга отправил Дмитрия Косинцева под домашний арест по обвинению в несообщении о преступлении. ФСБ России заявила, что в подготовке к взрыву в Петербурге вместе с Дарьей Треповой якобы участвовал гражданин Украины. Кроме того, спецслужба обвинила в причастности к взрыву соратников оппозиционера Алексея Навального.